Лечиться дома и соблюдать режим самоизоляции должны пациенты с легкой формой коронавируса и симптомами острых респираторных заболеваний. А место в больнице достается тем, кто входит в группу риска или переносит тяжелую форму COVID-19. Если в стационаре пациенты получают необходимое лечение и уход, то контроль над амбулаторными больными ведут участковые врачи дистанционно. Одним выписывают только витамины, обходясь без антибиотиков, а другим порой нужно ставить капельницы и делать уколы. И тут многие амбулаторные больные сталкиваются с проблемами. Если больной тяжелеет, или у него наступает момент тогда, когда нужно будет ему сделать либо внутримышечно, либо внутривенно, капельно, обычно, если ему сложно добраться ввиду каких-то технических обстоятельств, мы им говорим: позвоните, пожалуйста, в такси, попросите, укажите, что вы ковид-положительный, и попросите их повезти вас до определенного пункта, да, медицинского, где вам сделают внутримышечный укол, и вас обратно привезут домой. Но бывают случаи, когда либо таксист отказывает, либо у людей нет таких средств, чтобы доехать на такси, и тогда уже они просят просто своих знакомых, своих родственников, своих друзей, которые уже переболели ковидом. К сожалению, ковид пришел в каждую семью, практически в каждую. И таких случаев у нас не бывает, что он вообще без помощи находится дома, и ему не оказываются никакие медицинские мероприятия. Такого у нас не бывает, и не было таких случаев. Асида Агрба – заместитель главврача Сухумской районной поликлиники, по специальности врач-гастроэнтеролог. В связи с острой необходимостью на сегодняшний день она исполняет обязанности участкового врача. Мы загружены, мы просим населения соблюдать все санэпидемиологические нормы, просим не посещать общественные места, не посещать места, где есть скопление людей, ограничить все торжественные и иные мероприятия, дабы обезопасить себя и свое окружение. Сухумская районная поликлиника обслуживает 13,5 тысяч человек. В административном персонале учреждения 37 медработников. В районе нет бригад, которые выезжали бы на дом к больным с подтвержденным диагнозом COVID-19. По словам главврача поликлиники Андрея Тужба, по санэпиднормативам их и не должно быть. Просто некому. Обзвон, назначение, контроль по телефону. А часто ли пациентам, которых вы ведете, назначают капельницы? Нет, только тем, кто действительно в этом деле по показаниям нуждается. Из 100 примерно меньше 20. Участковый терапевт первой Сухумской городской поликлиники Лариса Чкадуа ведет дистанционно более 200 ковид-больных. На WhatsApp Ларисы непрерывно приходят сообщения от пациентов, их рентгеновские снимки, результаты анализов и данные о самочувствии. Несмотря на то, что всю информацию о лечении пациенты получают по телефону, на каждого заведена медицинская карточка. Если больной не тяжелый, так, значит, мы его отправляем на рентген и на анализы в инфекционную больницу. Но в данный момент рентген они делают у нас в поликлинике. Вот. Если больной тяжелый, выезжает мобильная бригада, которая на следующий день берет у них анализы. Если нужно больного прокапать, мы очень тесно сотрудничаем с амбулаторным центром. И мы созваниваемся, они высылают бригаду. Если нужно, чтобы выехал доктор, значит, если больной нам не совсем нравится, так выезжает туда доктор с амбулаторного центра. Если можно сделать капельницы в амбулаторном центре, мы посылаем туда. Там очень большая сейчас идет перегрузка, и они, дай бог им здоровья, они никогда не отказали и работают с нами в очень тесном контакте. Очень тяжело работать новому району, там просто полный завал сейчас идет, там больше сейчас, чем вот в городе. Вот мне плохо, мне нужно сделать капельницу. Сейчас люди просто сталкиваются с тем, что они вызывают такси, у кого нет машин, и многие отказываются просто их везти в амбулаторную. Ну, это уже за такси я не отвечаю, извините. Вот что да. делать? Значит, ничего подобного. Если больному плохо, у нас есть горячая линия, мы звоним в амбулаторный центр, девочки в течение дня приезжают, они работают там, по-моему, с 9 часов до 6. Вот в субботу-воскресенье они даже до 9 часов работали, объездили всех больных, которые нуждались в этих внутривенных инъекциях на дому. Врачи не устают обращаться к нашим гражданам с просьбой соблюдать элементарные меры предосторожности. Мы очень просим, пожалуйста, население нашего города, соблюдайте санэпидрежим, особенно когда в маршрутках, в такси, в автобусах, особенно пожилые.
практически 50-70% никто не носит маски. Мы очень просим, пускай соблюдает санэпидрежим, потому что в основном после 50-60 лет многие больные очень тяжелые, и многие попадают в реанимацию. Легкое течение болезни или хорошее самочувствие – не повод ходить по улицам и распространять инфекцию. Не все еще до конца поняли серьезность ситуации. Смертность растет, больницы заполняются, рук не хватает. Прислушаемся к врачам. От нас зависит, сможем ли мы минимизировать рост заболеваемости коронавирусом, либо болезнь сама нас медленно будет убивать. Сария Кварацхеля, Эльдар Дамиров, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.